5 человек погибли при пожаре в Якутске. Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 мая в деревянном жилом доме. Среди погибших 3-летний ребенок. Один человек сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, передает Саргалана Захарова. Пожар произошел около половины третьего ночи, когда все жильцы дома спали. По словам одной из жительниц, в тот вечер в подъезде, где произошел пожар, видели посторонних. Неоднократно их пытались выгнать. Они задолго до пожара слышали шум от драки. Старый деревянный дом вспыхнул, как спичка. Несмотря на мгновенно прибывшие наряды пожарных, спасти жителей нескольких квартир не удалось. К моменту прибытия первого подразделения открытым огнем горел первый подъезд. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинули место пожара 22 человека. На данный момент пожар ликвидирован. В результате пожара огнем поврежден один подъезд дома по всей площади. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причина, виновник, ущерб происшествия устанавливается. Условиями, способствующими развитию пожара, явились позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем на пульт 01. Сейчас жители находятся в шоке. Всех погибших они знали. Знали и маленькую девочку, которая, по их словам, в тот день гостила у родственников в сгоревшем доме. По поводу трагедии сегодня в администрации города провели экстренное совещание. Департаменту жилищных отношений дано поручение предусмотреть варианты временного размещения жителей, особенно в тех ситуациях, которые, скажем так, достаточно сложные. В частности, вот есть семья, которая снимала квартиру в этом доме, но тем не менее они остались без крыши над головой, и у них 3 малолетних детей. Также в мэрии сообщили, что в связи с гибелью людей правоохранительные органы возбудили уголовное дело, и пока идут проверки, возможности принять решение о дальнейшей судьбе дома нет. Размеры денежной компенсации пострадавшим также определят только после всех разбирательств. Однако управа Центрального округа уже начала сбор пожертвований. Сбором средств, так, пожертвований, одежды, продуктов питания централизованно занимается у нас управа Центрального округа. К сожалению, имеют место случаи мошенничества. Так, в WhatsApp гуляют сообщения, что мы собираем средства для оказания помощи пострадавшим и так далее. Это уже не первый пожар в этом году, который унес жизни людей. Комиссия по чрезвычайным ситуациям просит горожан быть предельно осторожными в обращении с огнем, в особенности в пожароопасных зданиях. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.